Эй, приветствую вас на моем канале, и сейчас мы вместе отправимся в невероятное путешествие. Приглашаю вас туда, откуда я родом, Южный Кыргызстан, Баткенская область. На севере, западе и на юге на границе с Таджикистаном, а на севере с Узбекистаном. Добирались мы 17 часов через Талас, Джалабад и Ош. Это было сложно, но мы это сделали. Ну что, наш влог начинается с аэропорта Баткена. В аэропорту мы встречаем бабушку с дедушкой, чтобы вместе поехать дальше и продолжить наше невероятное путешествие. Ночевали мы в вот таком вот небольшом домике. Он так красиво, эстетично выглядит. Такой небольшой французский уголочек. Мы уже доехали до Баткенской области, Баткенский район, а именно Лейлек. Вот мы вот здесь вот. А, вот там, вдалеке, это мои родственники ждут, пока я свои видео досниму, чтобы поехать дальше, наконец. Основные достопримечательности этого края связаны с горными необитаемыми участками, манящие альпинистов, а также чудесными пещерами, живописными скалами. Просто посмотрите на эти дырки, они похожи на лица из какого-нибудь страшного ужастика. Чего такие худые? Не кормят их маму. Здесь это обычное дело, и тут можно прям заметить обрывы ограждения, чтобы в любой момент без проблем вода могла стекать вниз. С красными дверями. О, все, приехали. Эх, ну нас хорошо встретили, мне понравилось. Едем кушать шашлыки на границу с Таджикистаном. Вообще супер. Недавно там война была, если что. Я совершенно не красилась, потому что не вижу в этом необходимости. Будет жарко. И мы красивые и так. Есть что показать. Оделись мы с мамой одинаково. Плюс-минус фасончики. Привет! Здравствуйте. Идем пограничника. А, сегодня день пограничника. Собачка. Да, граница. Да. Сейчас в селе. В каком селе? Интернационал. Вон флаг Таджикистана. Здешнее мороженое отличается от нашего на все 100% своей свежестью. Вы получаете сливочно-сметанное послевкусие. И это незабываемо просто. Я готова сюда приезжать только ради этого мороженого. Снимаю с прекрасным видом. Я сходила в душ. Зацените мой прикид. Такие одеяния — это самое то, что надо. Я просто обожаю вот эти ворота. Это защита на максимум. Никто не пролезет. Мы решили пойти в магазин, пить карты, что-нибудь поиграть. В основном раньше здесь были глиняные дома, да? Вот такие вот старые дома. Людей очень мало. Если даже они есть, то все на друг друга так смотрят. Ну, лично на меня. Откуда эта девушка? Кто она? Все друг друга здесь просто знают, поэтому здесь есть магазин, но непонятно, что здесь продают одежду. Это была жесть. Это была жесть. Сегодня мы собираемся в горы. Взрослые поедут в другую часть, а мы поедем в другую. Будем взбираться на вершину горы. Давайте вместе приведем себя в порядок. Я узнала, что эта неделя практическая. Мне срочно нужно было написать на сегодняшний день 20 страниц. Я вообще изначально думала, что приду сюда, буду книжки читать. Ага, конечно. Я целыми днями сижу, пишу и думаю только о учебе. Если так подумать, то ежедневно, ежеминутно нас что-то нагружает. То есть мы о чем-то думаем, у нас есть какое-то дело. И так будет всю жизнь. По сути, у нас нет времени для отдыха, но нужно находить это время. Да, началось самое интересное. Поедем на Пойнтере. Мама тоже там подсела. Приехали за Таймаком. Привет! Вы видите, насколько они сочные, красные, большие. На камере не передает. О, ничего
ничего себе. Мы расположились в очень неудобном месте. Здесь прям рядышком речка. Все напитки уже здесь, чтобы оставались холодными. Сюртеме. Сюртеме с каймаком. Чаем. Да, такая жирненькая. Каймак, наверное, дешево. Кто хочет поправиться, да, приходите. Шло время, мы собираемся вот в эту пещеру. Она, говорят, глубокая. Надо сторис снять срочно сторис снимаем. Ребят, мы в пещере! Вот это домики летучих мышей. Охренеть, почему такое все мягкое? Это помет летучих мышей. Они там нашли животные. Испугалась такого маленького. Что это? Вы ее пугаете. Не ко мне! Вот ты где-то? Мы нашли улей, ребят. Вот видите, вот эти дырки, это их дома. Кто не заметит, вот как цапнут. Вот это колокольчики, да? Мята. Вау, классно. А вот это? Это Киево. А, так что Со ли? школьниками. На экскурсию приходили, я решила собирать эти винок. Сейчас они по парку. Блин, это классный подарок. Кому-нибудь подарите, если научиться делать. Идите вот по городу, вообще все упадут. На показ тоже, на показ мод. Как вы думаете, чей это череп? Нет, точно не птица. В комментариях пишите, что это может быть. Все, мы это сделали, ребят. Мы забрались на вершину. Это было очень сложно. Вот здесь вот мы проходили. По лазанию здесь было кошмар. Это было жесть. Это было жесть. Я просто не знаю, как передать словами. Я просто... Вот скала, и вот я такая прям посередине. Не знала, что делать, как двигаться. Если еще один шаг, и все, я бы точно свалилась. Ларбек туда зовет. Можно здесь посидеть? Это опасно, ребят, нельзя такое вот без профессионалов. Здесь просто люди уже местные, уже знают сколько раз. Покажи стульчик. Покажи, как тут королевское кресло. Вау. Ты чувствуешь себя как королева? На вершине горы, ребята. Мы сходили на ту вершину, вернулись, поспали, встали, поиграли в карты и сейчас пойдем кушать. Я вам покажу, что у нас на ужин. Там что-то необычное, интересное, я слышала. Получается, внутри перца есть мясо, картошка и прям такие кусками положили. Я такое впервые вижу. Такое пробовали когда-нибудь? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Если да, то я отсталый человек. Мы тепло одели, куртки, пледики, все обустроили здесь. Играем, слушаем музыку, балдеем, да, Рамазан? Ты балдеешь? Да. Да? Все хорошо. У меня появилось свободное время, давайте я уделю это время на то, чтобы показать вам нашу округу, что здесь растет, что есть, как расположено. То есть небольшой такой рум-тур. Здесь большое количество места для игр детей, для парковки машины. Есть качельки для взрослых. Это качелька для маленького ребенка. А это, получается, задняя часть дома. Не знаю, что это за деревья. Можно через окошко залезть сразу в комнату. Это дом моих родственников. И когда я здесь была в прошлый раз, прям с крыши падали ящерицы. Мы их ловили, их хвосты сами собой отрывались, и они убегали. Это растение называется инжир. Он когда цветет, здесь появляются такие плоды инжира, и это все очень вкусно. Это топчан. Сверху виноград. Уютненько, да? Там соседи, и они тоже наши родственники, оказывается, поэтому такой вход. Все-таки есть проемы специальные для тощиков. И здесь у нас бараш. Время спать, да? Давайте я покажу, что именно растет в огороде. Здесь урожай приходит 2 раза в год, поэтому хорошие условия для того, чтобы росли гранаты. Они сейчас только расцветают. Вот такие вот цветочки у них. Малютка гранат. Сначала у них цветочки. Вот. Потом сверху вот эта вот твердая часть превращается в гранат. Ну все на этом. Мои знания по флоре и фауне заканчиваются на этом. Так, мы сейчас садимся и поедем на день рождения. Мороженое! Ура! Ну, здесь, кстати, эстетично. Здесь можно делать классные фотки. Пришли в центр, статуя Карзакова. Кольцевая. Посередине, получается, фонтан. Его включают только в праздничные дни. Это имена, да? Вау! Эчки мечнерсе унутпай. Имена погибших. Прям вот так вот фамильно, по алфавиту все перечислено. Виктор, сюда! Так, сегодня мы записались на ногти.
делать ноготочки. Вон там. Топовые продукты, тональники, тени, корейские бренды. В общем, салон как салон. Надеюсь, что результат мне понравится. Скоро нужно еще кое-куда уезжать. Скоро вы об этом узнаете. Будет очень весело. Пока ждем мастера, взяла с собой книгу, почитаем, проведем время. С собой надо всегда брать, на всякий случай.